Пробки не пройти, не проехать. Так жители районов Пурцемс и Плявники описывают строительство велодорожки Рига-Улбрака. А скоро в отдельных местах по ночам станет еще и громко. Мне нравится, что делают велодорожку, мне не нравится, что все это так долго продолжается, что вот, например, с ребенком очень неудобно переходить через дорогу, это вообще ужасно. А дорожка, конечно, если будет, что ж плохого. Хорошо. Ну, вы знаете, я думаю, что лучше пусть будет шумно ночью, но чтобы это было побыстрее закончено. Насколько это возможно. Я здесь живу, регулярно хожу туда прогуливаться. И, ну, конечно, сейчас никак не организовано здесь временное движение. Как вы думаете, стоит того, чтобы вот потерпеть эти неудобства какое-то время, но потом получить хороший результат? Я думаю, да. Я вижу в городе много велосипедистов, и для них определенно, ну, наверное, нужна большая инфраструктура. Хорошо, когда что-то делают, но долго. А сколько, по ощущениям, ее уже делают? Блин, уже год точно. Очень неудобно после дождя, после работы на работу, когда мы идем, все грязно. Здесь были пару инцидентов, тоже непонятно. Так же самое шоферы едут, они не понимают, им нужно пропускать или нет. Un tie posmi arī nav saprotami. Tā kā tur kaut kas sākumā ir salabots, pēc tam kaut kas ir pārakts. Tā kā, nu, viņi nesaprot, nevar pabeigt vienu daļu un tā kā turpināt nākamo pa posmiem. Kaut kas ir izrakts, kaut kas nav, kaut kas ir izrakts, kaut kas nav. В Рижской думе говорят, терпеть неудобства жителям осталось недолго. Строительство должно быть завершено в течение 2 месяцев. Правда, на некоторых перекрестках работы будут идти и по ночам, в разные дни. В Рижской думе таким образом рассчитывают сократить влияние строительных работ на ограничение движения. Vienkārši ziemas periodā bija būvdarba pārtraukums, kas varbūt radīja sajūtu, ka nekas nenotika, bet vienkārši tehnoloģiski ziemā nevarēja būvēt. Bet kopumā tie darbi notiek ļoti operatīvi un raiti. Protams, ka šobrīd krustojuma zonās, kas ir tādas vietas, kur satiekās velobraucēji, gājēji, autovadītāji, protams, tās ir visproblemātiskākās vietas un tāpēc arī visvairāk iedzīvotāji izjūt. Можно ли было спланировать работы и движение по Деглова другим образом, менее болезненно для жителей? В Рижской думе отвечают так. Mēs esam kā pasūtītājs, mēs esam noteikuši būvniekam gala termiņu, kad viņam jāpabeidz. Savukārt, kā būvnieks organizē to savus darbus, tā jau ir viņa lieta un viņa tā kā atbildība. Viņa uzdevums ir organizēt darbus tā, lai pēc iespējas mazāk traucē gan gājējiem, gan autovadītājiem. Bet, nu, tā tie darbi notiek. Mēs vienmēr reaģējam uz kaut kādām sūdzībām, attiecīgi, ja nav nodrošināta vidas pieejamība vai kaut kādas problēmas ar pārvietošanās kaut kādās zonās, mēs uzreiz reaģējam un dodam ziņu arī būvniekam, lai tās vietas tiktu sakārtotas. В Думе подчеркивают, помимо того, что с помощью велодорожки Рига будет соединена с Улбракой, проект предусматривает и улучшение столичной городской среды. Будут обустроены тротуары, посажены деревья и приведены в порядок остановки на перекрестках. Эмилия Гаспарян, Кришин Слейт и Сатсем Кочеран, ЛСМ.